Дни белого цветка берут свое начало в Европе с конца XIX века, а в России появились по инициативе Николая II в 1911 году. Они были направлены на борьбу с эпидемиями туберкулеза. Традиция дошла до наших дней. В ноябре весь Ижевск был сосредоточен на делах милосердия. Со 2 по 22 ноября состоялась благотворительная акция «Белый цветок», организованная с целью сбора средств на помощь тяжело больным детям. В самом начале акции школьники писали эссе на тему «Что такое милосердие?», и в рамках уроков милосердия дети из детских садов и школ мастерили белые цветы. Тех, кто пожертвует, положив какую-то сумму денег в ящичек для пожертвования, будет получать ваш цветок. Целую неделю в торговых центрах города волонтеры собирали пожертвования в обмен на поделки. Такого рода помощь незаменима. Ключевое мероприятие акции состоялось в Михаило-Архангельском кафедральном соборе после праздничной литургии в честь престольного праздника. 2 месяца мы готовили добрую акцию милосердия, акцию, которая называется «Белый цветок». После богослужения для верующих была организована благотворительная ярмарка, выступали музыканты. Все объединились в этот праздник для дел милосердия. И здесь не обошлось без помощи волонтеров. Меня сподвигло желание как-то помочь людям, которые болеют, детям, которым нужна просто помощь. Мне очень нравится самой волонтерить, нравится помогать людям, общаться с другими волонтерами. Мне становится как-то на душе спокойно и радостно. Я считаю, что нужно привлекать всех, участвовать в волонтерских акциях, что людям самим будет становиться хорошо и радостно. Завершилась акция торжественным мероприятием, на котором наградили всех, благодаря кому «Белый цветок» состоялся в Ижевске. Мы никогда не будем прежними. Мы должны сделать так, чтобы этот проект имел продолжение, но продолжение не от праздника к празднику, а круглогодично. И поэтому я прошу, Владыка, вашего благословения, и вот здесь как раз Наталья Геннадьевна Гвоздкова, я бы хотел, чтобы мы всерьез начали обсуждать ведение в школах уроков милосердия. По итогам акции была собрана нужная сумма, и потребности всех благополучателей удовлетворены. Александра Кокшарова, Олег Лунин, Игорь Рысаев, пресс-служба Ижевской епархии.